Айсулу Турузбековна, конечно же, концепцияны колдойбуз. Аябай жакшы мыйзам долбоор экен. Ушул жерде тактоо иретинде вот предлагаем перечень, да, неисчерпывающих. Могут возникнуть же и другие случаи, вот, по которым нужна будет квалифицированная помощь. Как в таких случаях быть, да? Мы специально включили перечень, который касается конкретно касательно развода, но в остальном, получается, с какими бы исками не обратились и за какой бы помощью не обратились бы родители детей с инвалидностью, я думаю, юридическая помощь будет оказываться в полном размере именно для родителей, у которых есть статус, что у ребенка есть инвалидность, потому что этот статус придается им специальной комиссией, которая состоит из большого количества врачей, которые определяют этот статус, то есть статус инвалидности. Почему этот законопроект необходим? Потому что на сегодняшний день, к сожалению, количество наших детей с инвалидностью растет, и количество разводов в таких семьях очень большое. 80% родителей оставляют таких детей, и матери не могут подать на алименты в силу того, что это достаточно большие деньги. То есть для того, чтобы обратиться к юристу, необходимо заплатить как минимум 30 тысяч. Для человека, у которого на руках ребенок с инвалидностью, 30 тысяч – это непозволимая роскошь. Поэтому мы инициировали данный законопроект, чтобы помочь родителям все-таки добиться вот этой вот справедливости и получить на ребенка необходимые алименты. Вот, еще можно стенограмму учен, хотел бы уточнить еще по поводу бесплатной юридической помощи к льготной категории, да? Сколько и какие документы должен предоставить обратившийся? Это вот перечень. Уже к министерству вопросы. Да, Карим Лимзарович, относительно вашего вопроса, данные вопросы, они регламентированы статьей 14 закона о гарантированной государственной юридической помощи. Там есть льготные категории, которым предоставляется бесплатная юридическая помощь. И определенные категории гражданских дел, их 8 дел, по которым предоставляется юридическая помощь, если при условии, что их доход не превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы, ежегодно установленному законом о республиканском бюджете. К примеру, если гражданин обратился за юридической помощью по делам о расторжении брака, если у него доход меньше 14 тысяч сом на сегодняшний день, на 2025 год, то ему предоставляется помощь. При этом он должен соответствующие документы предоставить. Рахмат, ушул эң биринчи негизги маселе бул каражат чечиш керек да, адвокаттар үчүнчү. Акысыз жардам пайдасыз болуп калбашы үчүн да, чтобы так не получилось, что вот бесплатно оно бесполезно, да, и кто будет. Если вопрос стоит о том, чтобы адвокатам выделили достойную оплату с бюджета за то, чтобы они обслуживали, вот готовы ли районы сегодня, да, принимать таких, и количество, статистика, сколько людей может быть, обеспеченность, бул баарын даярдап коюш керек да? Бул иш боюнча, бул маселе боюнча иш жүрүп атат. Негизи жалпы консультациялык укук жардамы 24-жылы 87 миң жаранга берилген, квалификациялык жардам 16 миң ишке берилген да. Жарандык иштер боюнча мисалы 3180 иш каралып, акысыз адвокат берилип, 15 миллион сом бөлүнгөн. Өзүңүзгө маалым болгондой, 23-жылы президент демилгеси менен адвокаттарга 2 есе төлөмдөрү жогортулган. Рахмат, колдойм да.